С братьями Базба, Алексеем и Дмитрием, мы познакомились совсем недавно. В мае они приехали в студию абхазского телевидения, чтобы принять участие в проекте к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они рассказали о своем отце Джоти Базба, герое войны, летчике-штурмовике, о мужестве которого ходили легенды. Летчикам-штурмовикам давали звание Героя Советского Союза в 1941 году за 13 боевых вылетов. За 13. Потому что выжить было фактически невозможно. Он совершил, 113 боевых вылетов. Дважды посылали его на звание Героя Советского Союза, но по каким причинам он не получил, это уже история умалчивает. Бывает, что документы теряются, потом всплывают через много лет. Такое бывает. А могла и сыграть и фамилия. Оказалось, и сами братья – настоящие патриоты Абхазии, хотя родились, выросли и всю сознательную жизнь находились в России. Оба брата, старший Алексей и младший Дмитрий, отставной военный, собрались в Абхазию, как только началась война. Но затем на семейном совете их отец Джота Базба, чье мнение было непререкаемым, предложил отправиться на фронт старшему, а младшему помогать, чем может, на месте. Так и решили. Мой отец родом из АЦ, а я родился уже после войны, в 50-м году, аж в Выборге. Узнал, что началась война, я с ребятами уходил в горы далеко, на Егош-1, это 1800 метров. И там по радио услышал, что началась война, и бегом вниз, короче. В 1992 году Алексею было 42 года. Он работал в Адлерском аэропорту авиадиспетчером, практически руководил полетами. В этой должности он проработал более 19 лет. Но когда началась война, Алексей ни минуты не сомневался в своем решении. Об этом говорит и его боевой друг Рафаэль Айба. У Алексея дома вообще все ровно было. Его младший брат Дима, он кадровый военный, авиатор, попал под сокращение. Что ему не хватало? Да, он абхаз. Некоторые наши абхазцы во время войны туда убегали, потом вернулись. Об этом не будем. А потом, он-то туда не убежал, он наоборот все бросил. Он бросил свою работу, он прекрасно себя чувствовал, он диспетчером в Адлерском аэропорту работал, руководителем полета работал, он и на хорошем счету, на доске почета висел, все бросил, пришел воевать. Он не пришел сюда на танцы или на свадьбу, здесь убивают на войне, он это знал, он осознанно пришел. Он тогда уже ему лет 40 было, уже, он не ребенок был. Прибыв в Гудауту, Алексей Джотович направился к султану Сосналиеву, который и принял решение отправить его на фронт в качестве снайпера. Когда наши освободили Гагру, я уже через 2 дня был в Гудаутах. Все. Зашел, знал, где военкомат, зашел, там был султан Сосналиев. Он меня спрашивает, какие специальности вы можете предложить, чтобы мы могли направить. Я говорю, я штурман запаса. Проработал авиадиспетчером почти 20 лет. Так, еще что? Ну, говорю, немножко в медицине разбираюсь. Как биотерапевт, вот так вот, тоже заканчивал школу. У меня есть бумаги от Академии наук СССР, что я владею. Вот, еще что? Говорю, я снайпер, чемпион Краснодарского края. Винтовка упражнения МВ-5 среди общества РК ДСАФ. Он говорит, все, выписывайте мою Мосину, винтовка-то. Вот, и все. Так я попал на фронт. Я попал в новый Афон, мне дали роту, готовь ребят, как можешь, потому что оружия нет, техники такой нет. Я им давал азы, что я знал, передавал, как подходить к оружию, как включать пальчик, как определять цель. Определял, чтобы они расстояние определяли. Вот. А когда прошло оружие, я отобрал перспективных ребят. Вот. Снайперский взвод – это 4 человека. От берега моря и до Узаба, выше туда еще. Потом еще брали с собой ребят, натаскивали их с собой. И когда они были готовы, я пришел и стал выпрашивать, давайте еще, говорю, сюда СВДшки. У меня есть уже готовые люди.
Снайперы – это особая каста людей, воинов, которые обладают огромным терпением и умеют концентрировать внимание. Эти два качества плюс меткая стрельба – вот что выделяет их на линии фронта. Но о них мало кто говорит и сегодня. А сами по себе снайперы – люди малоразговорчивые. И о количестве ликвидированных целей они не говорят. Это специфическая, можно сказать, работа. Это не для всех, но должны знать. Снайпер делает свое дело молча. Вот. И если он снайпер, это не значит, что он кого попало всех подряд стреляет. Его обязанность ликвидировать офицеров, пулеметные расчеты, значимый. Он никогда не говорит во всеуслышание, не ходит. Нормальный снайпер себя в грудь не бьет. Я вот такой был, у меня столько ликвидаций. Он молча, тихо делает свою работу. Снайпер всегда работает не один, одиночек, мама, они в группе работают. Вот. Разные группы бывают, двойки, тройки. Снайпер, пулеметчик, гранатометчик. Это специфическая работа. Я, например, знаю многих. Вот. У нас только на Гумистинском фронте, я сколько знаю, их человек 8 действующих снайперов, которые действительно работу знали и работали. Вот Игорь Башкурлат такой был. Он в «Динамо» занимался, он вообще спортсмен-стрелок был, он тоже умер после войны. Вот. Многие были. Вырабатывается какое-то чутье, новое, неизвестное чутье вырабатывается. Ты знаешь, что у тебя сейчас целится, или надо сейчас уйти, сейчас мина взорвется, или что-то такое мистическое. Вы знаете, может быть, страха не было, какое-то ощущение осторожности было, такой бравады не было. Это я сразу пресекал, никакой бравады. Вот. Просто это тяжелая работа. Снайпер-то не просто человек, которому это тяжелая, действительно тяжелая работа. Знакомство двух боевых друзей Алексея Базба и Рафаэля Айба произошло на Гумистинском фронте. Рафаэль Айба был тогда заместителем командира 2-го батальона. Именно в этот батальон и был направлен Алексей Джотович вместе со своими подчиненными. Я как-то познакомился с Алексеем Джотовичем Базба. Мы с Валериком, начальник штаба был он у Сергея Платоновича, а потом его замом был. Вот. Тарба Валера такой. Мы так обходили позиции обычно. Он меня брал с собой, и мы ходили. Тогда я еще в Беркуте был. И вот когда мы зашли в одно подразделение, там домик такой невзрачный. Там человека 4 живут. Да, в эшерах. Нижних. Смотрю, винтовка одна, вторая. Люди тоже, кого-то знал. С кем-то первый раз познакомился. Там я на него внимание обратил, на Джотовича. Он такой немногословный был. Такой. Сколько лет уже прошло. Тогда он уже седой был, с проседью такой. Знаешь, на абхазское сединя, на черной с проседью. Такой интересный мужик, неразговорчивый. Так вот поговорили. Я тоже любил там пострелять иногда. И стрелковым спортом занимался. Мне было интересно это. Я говорю, как, что, к чему. Вот я с ним вот так на этой почве и там и познакомился. Потом, когда я уже стал заместителем командира по боевой подготовке в батальоне, он со своими учениками пришел к нам. Сам пришел к нам. Именно потому, что мы с ним как-то сдружились. Вот. Там у него, он 4-й был. Там 2 абхаджаловцев было. Вот. Анкваб, художник, кстати. Погиб он в мартовском наступлении. Когда наши отходили, он прикрывал, и снаряд попал прямо в кучу, где они сидели. Там 2 погибло. Один Анкваб погиб, другой Абхаджанов погиб. А этот Жапа, с ними 3-й, который был, он выжил. Что хочу сказать. До этого Джотовича ранило.
Но он очень такой был немногословный, много не любил говорить, ответственный был. Вот. Вот есть же люди, которых можно назвать надежными, не подведет. Вот он из таких был. А эти все его ученики были, кого он привел. Я помню, там завелся снайпер, не давал покоя. И мы решили его ликвидировать, снять. Ну, елки-палки. Попробуй снайпера снять, это нелегко. Ну, где-то неделю караулили, не получалось ничего. И потом что-то фартануло. Джодович на себя вызвал его огонь. Он начал там стрелять по противнику. И этот снайпер себя обнаружил. В этот момент этого снайпера тоже отправили куда надо. Еще запомнилось, там двое постоянно утром выходили и орали. Это ребята с батальона даже анекдот сделали. Один день так получилось, что их издеваниям пришел конец. Вот так вот ребята работали, но не жалея себя. Но там же как? Ты же не будешь, это снайперская винтовка, Километр, да, пуля долетит, но это попасть надо, это не очень легко. Ну, действительно, огонь и вага, 100%, это пусть никто не говорит, у нас не было таких сверхснайперов, которые могли высокоточными там на километр стрелять. Ну, где-то 400, 500 метров от силы можно было вести огонь. А надежно хочешь, 400-300. Вот приходилось, чем ближе ты подкрадывался, с ночью уходил. Вот Леша как делал? Он брал с собой воду, кофе там грел, что-то. И с ночью уходил, заранее место себе готовил, и ночью уходил, садился. И потом, ну там ты уже выходить будешь, тебя могут обнаружить. Приходилось сидеть допоздна, потом выходить. Это не легкое такое дело. Так что их в плен не берут. На войне убиваются уже, там по голове никто не гладит, не ударят тебя там пощечину и не отойдут. Там смерть. Да, мы одолели врага. Мы на самом деле одолели. Сейчас вот иной раз вот смотришь по интернету, интернет хакхолит, делать нечего, открываешь, смотришь, пропаганда ихняя какая идет. Вот мы на них напали, вот мы... Если бы не Северный Кавказ, не добровольцы, которые там в футбол играли грузинскими головами. Слушай, я всю войну прошел, я не помню, чтобы чьей-то головой кто-то в футбол играл. Это вообще не кавказское, это не абхазское, слушай, и не северно-кавказское тем более. Пусть рассказывают, как они пришли оттуда, с танками, с вертолетами. Я с первого дня вот здесь, с Красного моста, я прекрасно видел, как они обстреливали вот здесь пляж, этот вертолет. Пацаны наши первый танк тогда захватили. Моего брата там на верхнем Белый мост. Там ранило, он до вечера там сдерживал их. Вот. 6 пуль поймал, чуть кровью не истек, еле-еле вытащили. Я же знаю это все, слушай, кто на кого напал в конце концов. Чтобы железную дорогу охранять, нужно было танки и самолеты заводить. А от кого ее охранять, слушай? Ну что это такое? Создание второго батальона Гуместинского фронта – это отдельная интересная история. Рафаэль Владимирович Айба, кавалер ордена Леона, с позывным «Душман» сегодня рассказывает об этом, вспоминая боевых друзей и командиров. До мартовского наступления у нас только был батальон, второй батальон для перевода Гуместинского фронта. Вот это где Анкаба Славик был командиром, я у него замом по боевой, Зурик Хаджимба был комиссаром. У нас это был собранный батальон. Его собирал Ренат Корчава. В январском наступлении что-то у них не срослось. И потом уже поменяли командира, он сам ушел. Там и Никсон был у Корчава, Коля Никсон. Он ушел, потом туда назначили Славика, меня замом. Ну, к чему говорю? Вот это единственный батальон был, который он собирался. Там у нас, ну, действительно, батальон был уникальный, если так честно сказать. Там и танцоры у нас были, и певцы, и хакбы такие. Ну, потом дирижер наш Славик Айба, бедный, царство небесное. Там и художник, вот этот Габлия, он нас тоже нарисовал. Еще до назначения во второй батальон Душман Айба вместе со своими боевыми друзьями по приказу генерала Сосналиева в самом начале войны был направлен в горное село Псху со специальным заданием в составе отряда «Беркут».
начале войны, вот где-то в начале войны, нас султан Сасналиев отправил на Псху. Вот. Он нас вызвал, как мы пришли в штаб, охотники, мол, лезь туда-сюда, такой разговор прошел. Ну, кто любил охотиться, кто в горах. И мы пришли туда в штаб. Султан говорит, я имею в виду Сасналиева, надо, говорит, на Псху ехать. Соберитесь, говорит, сколько человек сможете, говорит, на Псху ехать, и там держать перевал, держать аэродром, держать саму Псху. Это потом я уже понял, что к чему, но вначале-то ты же не будешь, а почему, а зачем? Приказ есть, пошел. Ну, мы начали там ходить. Адик с нами был, служба Героя Абхазии. Я смотрю, он изначально с нами был, когда мы первый день сюда приехали. Потом нам дали приказ отойти за Гумисту туда. Они, мол, уйдут за Киласур куда-то. Никто никуда не ушел, мы-то отошли, они зашли. Может быть, это и правильно было, что мы отошли. Возможно, мы не удержали бы город. Их много здесь было. Часто, а тогда мы еще обижались. Но тогда они же, здесь их полно было, слушай. Они готовились. Конечно, самое обидное то, что рядом с нами жили мы как друзья. И пришел момент, и они против нас, видишь, как стали. Никогда не ожидал. Вот видишь, и теперь, когда мы там Адика увидели, Адик, ты что, мол, где ты? Мы здесь потерялись, мы здесь в Сухуми. Вот, говорит, я с афганцами, с ребятами. И там Гена Моргани со своими. Ну, туда-сюда поговорили, давай поехали. Ну, поехали мы на Псху. Это где-то 4-й день войны, дай бог памяти. Может, и 5-й день. Ну, когда мы там приехали, там грузины были, слушай. Молодые какие-то, ну, безоружные, тут что-то так нам... Но если бы сейчас бы, мы бы уже знали бы, что делать. А в то время как-то не догадались. У них там человек 15-20 было. Ну и мы там раз на них посмотрели, туда-сюда, обозначили, что мы здесь. Вот. И ночью они соскочили, ушли. Они ушли на своих на машинах через, по-моему, через Рицу ушли. Так они не могли никак проехать. Вот. И потом пошло уже, там перевалы надо держать, потому что добровольцы пошли оттуда. Вот. Там аэропорт этот. Ну, стратегически, да, имел свое какое-то значение, потому что у них-то вертолеты были, они могли там приземлиться на этом Псху и оттуда контролировать перевал, откуда к нам подпитка идет. Оттуда так, первые дни войны так и было. Вот. А оттуда потом через Хабью, пожалуйста, заходи. Ну, нормально. Там потом, ну, так получилось, мы там месяца 1,5 были. Свою задачу, которую нам поставили, мы выполнили. Там недобитки с Гагры после Гагрской операции шли лесом, вышли на нас. Ну, хорошо, что нас... хорошо встретили. Да, нас предупредили, короче, мы их там ликвидировали. И что удивительно, вот из этой всей их группы один живой остался. Турок-месхетинец. Вот этот амулет у него на шее еще висел, да, хочешь? Я говорю, это что, ты откуда, кто? Я говорю, турок-месхетинец оттуда, откуда-то. Говорю, ты что здесь делаешь? Что, говорит, военкомат выдернули, говорит, сказали, надо железную дорогу охранять, говорит, и послали, говорит. Я говорю, а ты что с ними? Хорошо, это грузины там. Там, видать, один местный тоже с ними был. Потому что кто их так вел, слушай, дорогу-то кто-то показывал, знал через горы дорогу. А что, говорит, я у них как ишак был, говорит, я весь их груз таскал, говорит. Ну, может, так, говорит, для оправдания. Потеря друзей на войне – это всегда трагедия. И сегодня, больше 30 лет спустя, боль от невосполнимой утраты не утихает. Закан Маршаня, что стоил, вот сейчас я там прошел, бедный, он же без вести был. Он в марте с моими братьями шел, ходил. Потом что-то он вернулся. Видать, кого-то подобрать или что-то, видишь. Я сюда уже не перешел. И вот через ДНК нашли, вот здесь вот похоронен был. Он с каждого боя выходил раненый. Не долечившись, опять приходил к пацанам своим. Его уважали. Ветераны с большим удовольствием рассказывают о своих боевых друзьях. Во всяком случае, больше, чем о себе. Душман Айба рассказал одну историю, связанную с легендарным героем Абхазии Гурамом Хагба.
8 марта, как сейчас помню, у нас позиции наши были от Уазаба почти до Салафанового по речке, верхние Тайшера. Вот. Это наш батальон там держал где-то месяца с января. И вот ребята, наблюдатели, нашли склад, где заезжали, разгружались эти наши друзья в кавычках. А у меня были птурщики, но они не такие опытные. А у меня друг был, Хакба Гурам, почему был он сейчас есть? Камбашкча Асиштан. Почему так я его называл? Потому что эти танки, эти все БМП, он называл Камбашка, буйвол. А я его называл сторож буйвол. Но он от Бога птурщик. Я его позвал, я говорю, иди, для тебя работа здесь есть, говорю, выручай. Он пришел, а второй говорит, есть у вас? Я говорю, у нас и малютка есть, и малютка, ты только приходи. Таких специалистов, как ты, только нету, говорю. Он пришел. Ну, я так прошел с ним, показал ему точки, где дзот их, и где вот это самое главное, где склад. Видишь, говорю, это как-нибудь надо, говорю, там, говорю, 100% боеприпасы, говорю, потому что они так быстро вечером заезжают, разгружаются, уезжают, говорю, надо попасть. И мы, говорю, это 8 марта. А он, короче, это большой птур берет. Вот действительно профессор, слушай. Я поражаюсь, но когда он запустил, вот, допустим, эта ракета пошла вот так, и она ровно пошла там и подбила что-то, да, а там вот стенка, а вход отсюда, окна отсюда. И он вот так запускает, я боком вот так запустил, развернул и не хочешь. А вот такой взрыв. И по дороге нас начали обстреливать. Да, по дороге начали обстреливать, танк обстреливать. И он этот танк тоже засек. Ну, этот танк засек. Я даже не думал, что он в него попадет на такое расстояние, где вот эта объездная дорога начинается. Этот танк тоже дым такой пустил, аж приятно было смотреть. И приходим, девочки, мы вам подарок на 8 марта. Танк подбили. Алексей Базба – человек немногословный, скромный, о себе рассказывает неохотно, все больше о своих боевых друзьях. Впрочем, это отличительная особенность настоящего воина. Но все же один случай из своего боевого прошлого он нам рассказал. И этот случай как нельзя лучше характеризует Алексея Джотовича. У меня был интересный случай. Я был на 9-м посту. Выше меня хороший каменный дом, я спустился почти вниз к речке. Вы не поверите, я спрятался в курятнике. Никто не догадается стрелять по курятнику. Мне было удобно, все видно. Я пристрелял, там был двор, и в заборе дырка. Я ее пристрелял, я видел, что они там бегали иногда. Минут 5 смотришь, дышишь, потом 2-3 отдыхаешь, потом опять. Смотрю, один пролетел быстро. Я все включился, смотрю, еще один бежит. Бежит быстро, добежал до забора, где можно было ускользнуть. Он остановился метра за 3-4 и стоит как вкопанный. А у меня палец уже все, он уже вот, он уже меня слушается. Это когда другие делают пальцем, они вот так делают. А это палец только один работает, понимаете? Один, а другие тут так делают, не получается у них, это отработано. И он меня заинтересовал, думаю, что он делает? Развернулся и опять стоит, смотрит. А я увидел, что посередине двора лежит автомат. Он автомат потерял. Я навел на автомат, подышал, все, включился. Он подбежит и там останется. А он подбежал, что его спасло, он опять остановился и стоит, смотрит. Я думаю, кто он такой? Стал меня, заинтересовал. Я на него посмотрел, он совсем пацан. Даже 18, наверное, нет, его заставили взять автомат. Я говорю, значит, еще не твое время. И палец потихонечку брал, он схватил автомат, и я его отпустил. Перед мартовским наступлением 1993 года Алексей Базба был серьезно ранен в результате ликвидации грузинского снайпера, который целенаправленно вел огонь по нашим медикам и нанес немалый вред. Грузинские минометчики стали искать, откуда бьет абхазский снайпер. Стали вести массированный огонь. Алексей Джотович был ранен и только случайно остался жив. Мина упала в метре от него. Осколки посекли все тело. Даже об этом он рассказывает как бы вскользь. Мина пролетела,
взорвалось прямо под ногами, время остановилось. Вот, я уже знал, куда полетят осколки, и уже увидел. По ногам, в руку и под левую лопатку осколок. Вот. И, короче, показывают в кино, все подлетают, ничего подобного. Наоборот, на вас одевают рюкзак 30 килограмм. Придавило, я устоял, прошел немного и спустился в подвал, где ребята были. Говорю, меня ранило, и лег сразу. Через 40 минут я был на операционном столе в Новом Афоне. Восстановился я быстро, успел войти в Сухум второй волной. Ночью мы заходили по улице Эшби, мы прикрывали. Вот, потом я стал искать быстро своих. Когда в Сухум зашли, стал искать своих. Встретил товарища Айба Рафаэля Владимировича. Вот. Он, пойдем, говорит, Камугович, подойдем сюда. Командир меня отпускает, иди договаривайся. Я подошел к Камуговичу, он говорит, ну, раз нашел своих, я тебя отпускаю, можешь от той команды уйти сюда. Дошли до Чамчира, да, шла танковая колонна, вот, а мы впереди на легкой машине ехали с своими ребятами. Там уже другая техника должна работать, другие условия боевых действий. Мы развернулись, на границу уже не стали выходить, но вышли и развернулись тут же и обратно уехали. Он вернулся в строй. Он, когда подлечился, он вернулся, опять нашел меня, опять мы вместе уже до Ингурии дошли. Когда война началась, как-то поставил, так себе сказал, вот, до Ингурии дойду. Наши здесь остались, наша бригада, мы уже по бригадам были после марта. Наши здесь остались. Ну, я говорю, я пойду дальше. И вот он, Саша Григорян, бедный наш начмед, он тоже в позапрошлом году умер. Многие ребята уже в мир иной отошли. Набхаджава двоих убила в марте. А Жапа уже пошел со своими. Он тоже Бхаджава, со своими Зурик. Ну вот мы дошли до Ингура, там развернулись, переночевали и обратно сюда. Так вот наша война и на этом загоне. Мы до сих пор с ним, ну мы братья в конце концов. Я постоянно у них бываю. Для меня у них в доме секретов нету. Так же, как у них в моем доме. Они, как если в Абхазию заезжают, они обязательно ко мне домой поднимутся, мы там посидим. Я к ним приеду, то же самое. Орден Леона Алексей Джотович получил уже после войны. Сегодня он живет в Сочи, занимается любимой медициной, но связь с Абхазией не теряет и собирается 30 сентября отпраздновать в Сухуми День Победы. Дружба Алексея Базба и Рафаэля Айба не прервалась, а еще больше окрепла. Они общаются с семьями, часто встречаются и вспоминают боевое прошлое. Ведь боевая дружба, она, как известно, навсегда. Долгих вам счастливых лет, дорогие ветераны!